Ćao! Da li znate da kažete na srpskom koliko je sati? Сегодня разговариваем о времени, то есть об ответах на вопрос, который час и сколько времени. Посмотрите. Для того, чтобы мы могли сказать, который час или сколько времени, нам сначала надо знать номера. Послушайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pazite, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 21, 22, 23 i 24. Svi brojevi od 12 do 24 označavaju vreme posle podneva. Значит, все номера после 12 обозначают время после обеда. То есть это то, что происходит днем, во второй половине дня или по полудню. 16 sati je isto što i 4 sata posle podne. Официально вы услышите такие варианты, как 18 часова и 30 минута или 20 часова и 15 минута. Но в разговоре мы так не говорим. В разговоре мы говорим просто 8 sati ujutro ili uveče, 6 sati ujutro ili uveče. Короче, используем все номера до 12 и просто определяем другими словами, какое время мы имеем в виду. Это будет утро или, возможно, вечер, или что-то происходит днем. И кроме номеров нам надо знать некоторые правила. Такие же правила существуют и в русском языке. Например, 1 час, да, 2, 3, 4 часа, 5 и больше, не час, не часа, а часов. В сербском происходит то же самое. Брой 1 koristimo sa nominativom. Znači, здесь тоже будет именительный падеж. 1 sat, 1 minut ili 1 minuta, pravilno i tak. 1 100, recimo, i tako dalje. Brojeve 2, 3 и 4 koristimo sa genitivom jednine. Значит, здесь будет родительный падеж единственного числа, как и в русском. 2 стола, 2 часа и так далее. 2 sata ili 2 časa, 2 minuta ili 2 minute, 4 minute, 3 sata, 4 sata. 5 i više, znači 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 20 sati, генитив množine. Часов. Здесь будет родительный множественного числа. Još jednom. 1 sat, 2, 3, 4 sata, 5, 10, 15 sati. Ili 1 čas, 2, 3, 4 časa, 5, 8, 10 časova. Genitiv množine. Isto to je i sa minutima. 1 minut, 2, 3, 4 minuta, 5, 10, 15 minuta. Ili 1 minuta, 2, 3, 4 minute, 5, 10, 15, ponovo minuta. Значит, родительный множественного здесь всегда будет минута. Još jednom, ono što čujete na televiziji ili na radiju je 15 časova i 17 minuta, 14 časova i 50 minuta, 18 časova i 30 minuta. Ono što čujete na ulici ili među prijateljima je 4 i 10, 5 i 30, pola 6, 15 do 8 i tako dalje. I to je naša sljedeća tema. Для разговорных вариантов, таких как без 15:4 или без 10:5 или без 27, мы используем предлог до. 15 do 4, 20 do 5,
10 до 8. Значит, вот это без 10 получается 10 до 8. Koliko, значит, koliko до koliko. И, конечно, есть вариант полвторого, полтретьего, половина, да? Видите, пола. Пола 3, пола 4, пола 2. Запомните, с такими вариантами, как без 15,4 или полвторого, нельзя говорить пола 20 или 15 до 17. Так не говорим. Значит, пола 8 или 15 до 5. Само броjevi do 12. 20 до 7, не 20 до 19. Пола 6, не пола 18. Официально это будет 17 часова и 30 минута. Неофициально это будет пола 6. И это ответ на вопрос «Koliko je sati?». Если вопрос «У koliko sati?», когда мы что-то делаем, например, тогда говорим «У 7 sati», «У 8 sati», «У 12 sati» и tako dalje. Predlog će biti «U». Svaki dan ustajem u 7 sati. Film počinje u 9 sati. Idem na ples u 5 sati. Ako je nešto od i do, bit će od do koliko sati. Prodavnica radi od 7 do 9. Pošta radi od 7 do 7. Market radi non stop. Radi 24 sata ili non stop. Hitna pomoć radi non stop. Krugla sutešna non stop ili 24 sata. Od 7 do 5, просто используем предлоги od do i называем номер. Od 7 do 5, od 3 do 4, od 7 do 9, od 9 do 11 i tako dalje. I za kraj. Sada je 14 časova i 20 minuta ili 2:20 posle podne. Ako imate nekih pitanja, napišite mi ih u komentarima. Rado ću ih pročitati i odgovoriti vam. Vidimo se uskoro. Ćao!